Территория вокруг Назрановского пруда – любимое место отдыха для многих жителей и гостей региона. Привести ее в порядок решила ученица первой школы Хадия Кажева. Кроме мусора, она вместе с одноклассниками собирает в мешки засохшую траву. В таких эко-акциях школьницы участвуют часто и всегда с большой охотой. Это, наверное, 5-й раз, когда я участвую. Конечно, всегда хочется попасть сюда, потому что ты с друзьями, веселее, помогаешь всем. Мне очень нравится смотреть на загрязненную природу. Конечно, приятнее смотреть на чистые поля. Здесь, на территории городского пруда, мусор собирают больше 100 учащихся со школ Назрани и Назрановского района. Организаторы республиканской экологической акции «Береги планету», региональное отделение российского движения детей и молодежи «Движение первых». Кроме Назрани, субботник проходит еще в 3 разных точках республики. В данной акции принимает участие более 500 человек. Это в городе Назрань, Сунжа, Магас и в городе Воинской Славы Малгобек. Данная акция она проводится с целью не сколько очистить территорию от мусора нашего, сколько привить нашим детям чувство ответственности за то, что нужно относиться к окружающей природе с бережностью. Всего учащиеся разделились на 10 команд, каждая из которых чистит свой участок. Раяна Леймоева управилась уборкой за полчаса. То, что в регионе есть немало любителей портить окружающую среду, вызвало у нее удивление. И игрушки из всяких киндеров, и бутылки, и банки, и просто бумажки какие-то, куча окурок от сигарет. Пожалуйста, прекратите выкидывать мусор в окружающую среду, но ничем хорошим это не закончится. Я бы хотела, чтобы люди убирали за собой мусор, то есть они могли поесть, выпить что-то и кинуть эту бумажку. Это очень нехорошо, потому что вот по всей территории стоят урны, можно просто элементарно взять и выкинуть за собой этот мусор. Кроме уборки мусора, учащиеся подметают территорию, ну а следят и помогают в работе их педагоги. Милана Хамхоева уверена, что такие мероприятия не только помогают прививать детям любовь к окружающей среде, но и воспитывают в них командный дух. Дети здесь знакомятся, общаются, находят новых друзей и, в принципе, контактируют друг с другом и, соответственно, обращают внимание на особо важные темы, например, экология. За час работы ребята успели собрать около 10 мешков мусора. Поддержать инициативу школьников приехал исполняющий обязанности министра экологии и природных ресурсов Ингушетии Саварбек Халахоев. Он пообщался с ребятами и ответил на ряд вопросов, связанных с экологической ситуацией в республике. Школьников интересовали меры по борьбе с антисанитарией. Я объездил всю республику со своими специалистами. Мы сделали заметки в городах, районах, муниципальных образованиях, где такие есть мусорные навалы строительных материалов. Мы все эти списки составили и направили материалы в каждые города и районы, то есть мэру города, главе района, главе муниципального образования, то есть им, у каждого, у кого есть своя, то есть на чьей территории находится вот эта свалка та или иная, и которая, то есть небольшая, неважно, где эти навалы находятся. На данный момент кто-то убрал свалки, кто-то не убирает, пишет на бумажке, что мы в этом направлении работаем, но нас это как бы не трогает, мы их материалы направляем в прокуратуру. Для чего? Для того, чтобы их не из вредности, а для того, чтобы их заставить работать. Ну а для решения вопроса со стихийными свалками, образованными в разных частях региона, отметил Саварбек Халахоев, в следующем году планируется начать строительство мусороперерабатывающего комплекса в селении Верхние Ачалуки. Благодаря главе Москва обещает нам выделить субсидировать этот мусороперерабатывающий комплекс. В 2024 году начнется строительство, то есть мы экспертизы последние заканчиваем в сентябре, в августе 2024 года. После этого мы начнем строительство. Объект будет очень хороший, он будет нужен, он нам нужен, точнее, он будет достроен. В завершение встречи организаторы подчеркнули, что такую масштабную акцию они планируют проводить и дальше. Кроме таких субботников, ребят будут подключать и к другим мероприятиям. Так, совсем скоро около 100 человек из числа движения первых планируют поучаствовать в акции по высадке деревьев «Сохраним лес». Дана Плиева, Султан Булгучев, Новости 24.